Горький плюс — это 3 города, собственно говоря. Это Нижний Новгород, Казань, где он прожил 4 года, и Москва, естественно. Какую он музыку предпочитал, например, Грига. Для меня это было открытием. Что он играет в шахматы, ну не говоря уже о том, что какие литературные были его пристрастия. Для меня он стал воплощением каким-то, художественным воплощением перемены эпохи. Собственно говоря, он и жил 100 лет назад в такой переломный момент. И все, что он и писал, как писатель великий, и как деятель делал, очень, мне кажется, сегодня очень актуально, понимаете? «На дне», кажется, такое самое культовое, наверное, произведение Горького, драматическое. Вот оно, там есть персонаж Татарина, и в чем его особенность? Именно то, что он как будто бы даже не может высказать полноценно свою мысль. То есть он говорит многоточиями, говорит неправильно, какими-то междометиями. И вот нам показалось, что на самом деле, как татарская нация, она тоже возможна, вот такая раздробленная, очень непонятная, потому что и татары сами разделяются на много видов, подвидов. Сейчас вот месяц назад и сибирские татары, как в отдельный субэтнос, как бы выделили. Какие сибирские? Да, сибирские, да. То есть, поэтому и астраханские, волжские, крымские и так далее. Очень много. Тектяри, мишари. Мы вот решили, значит, взять только текст татарина, сделали такой монолог татарина, и пригласили Дину Сафину, чтобы она на каждую реплику прописала некий такой, некую проблематику, которая свойственна именно нам. И вот мы решили через это произведение как бы собрать, что ли, или пересобрать татарина, как он есть. Хочется, первый фестиваль про Горького. Я говорю, давай какие-то этапы его биографии, сделаем какую-то литературную композицию. Она очень долго что-то как-то не отвечала. Потом я ей говорю, что? Она говорит, я не могу, у меня не получается. Он настолько противоречивая фигура, очень много всего. Говорит, я тебя прошу, давай почитай 2 рассказа. И она пришла 2 рассказа, которых я, к стыду своему, не знал. «Страсти Мордасти» и «Рождение человека». Это раннее его произведение. Гениально просто. И она говорит, зачем нам идти по биографии? Вот где Горький настоящий. И все. Как сочетаются эти рассказы про очень тяжелую жизнь, вы сегодня кто-то, наверное, придете, да, про очень сложную жизнь простых людей, там, про мальчика-инвалида, и вдруг Григ. Оказалось, что это такой парадокс, но это сочетается. Когда мы говорим про жизнь как бы человеческого духа в таком маленьком тельце этого мальчика, который в самом начале, и вдруг космическая природа Грига. И мы говорим, почему так несовершенен мир, почему так несправедлив, когда такая красота вокруг, когда такая, природой, Богом дана такая человеку возможность, а тем не менее он все равно несчастлив. Замечательные рассказы, не очень известные, но такие трогательные, такие щемящие, такие особенные. И у нас еще на заднем плане Ван Гог. У нас потрясающе играет оркестр Башмета Грига. И все это действительно как-то так вспучивается, такое какое-то приподнимает невероятную атмосферу дела, что ты иначе вот какими-то другими глазами выходишь и смотришь на эту жизнь. Мне кажется, это очень важно. Половина репертуара создается для этого фестиваля в Казани. Ровно точно такая же история в Нижнем Новгороде, там отдельные проекты создаются свои. И вот, как Евгений Витальевич уже сказал, в Москве у нас будет такая концентрация и квинтэссенция. Мы привезем все лучшее из Казани, из Нижнего Новгорода и досоздадим еще в Москве. Не мы здесь главное вы здесь. Я очень рад, что и Татарстан, и Казань очень активно включилась в организацию и проведение этого фестиваля. Спасибо вам огромное.